Красота, гибкость и сила. Школа художественной гимнастики при Дворце спорта продолжает работу. Гимнастике тут обучается около 300 девочек и мальчиков. Чтобы добиться успеха в этом виде спорта, следует начать занятия еще в раннем детстве. Поэтому в школу принимают детей, начиная с 3 лет. О том, как проходят занятия юных гимнастов, расскажет Ната Евлоева. Через боль и слезы, чтобы добиться нужных результатов, даже для совсем еще маленьких гимнастов в спорте нет легкого пути. Их тренировки начинаются с разминки, ведь это главная составляющая для любых занятий. Конечно, юные спортсмены еще многого не понимают. В дисциплине они только учатся, и, по словам тренера, многих даже приходится заставлять разогреваться перед тренировками. Дети ходят с удовольствием. Единственное, что их не устраивает, это растяжка, так как это достаточно болезненный процесс. А так они с удовольствием приходят. На растяжке они плачут, но мы их стараемся успокаивать, стараемся все делать в игровой форме. Маленьких гимнастов закаляют в этих стенах совсем не по-детски. Никаких поблажек со стороны наставников. Главная составляющая – усердие и труд. Делится один из самых опытных тренеров России Сергей Сусков. Для начала мы смотрим внешние данные, физические данные, рассматриваем, насколько расположен человечек маленький, пусть даже маленький, насколько его физические данные позволяют заниматься этим видом спорта. Безусловно, хватает всякого, что недостатки по здоровью, они очень быстро выявляются на ранней стадии тренировок. Поэтому стараемся подбирать. Кому-то нагрузки несколько велики бывают, поэтому стараемся с родителями общаться, подготавливать к тому, что не всем, не каждому стать чемпионом. Школу гимнастики в Ингушетии открыли в прошлом году. В ней занимаются около 300 ребят. Один из них – Халид Халмурдиев. Он ходит сюда со дня открытия и по праву считается одним из самых лучших гимнастов в этой школе. Я здесь хорошо тренируюсь, и тренер мой хороший. Когда я вырасту, я обязательно стану чемпионом. Сюда принимают детей с 3 до 12 лет. Ссадины и боли в мышцах, усталость – все как у любых спортсменов. Но, как говорится, тяжело в учении и легко в бою. Бехан Манкиев знает это не понаслышке. Борец греко-римского стиля и заслуженный мастер спорта, а также отец маленького гимнаста. Капризничает, чуть-чуть капризничает, хотя неудобно говорить о сыне. Ну так, будет работать, куда он денется. Я очень доволен, что у нас открыли гимнастику. Раньше не было таких возможностей. Это большая возможность для наших детишек. Я бы посоветовал, чтобы они приходили, устраивали своих детей в гимнастику. Хотя я сам борец, и для борца очень важно, чтобы гимнастика, дети развивались. В республике это первое поколение гимнастов, и, возможно, в будущем их имена зазвучат на международных аренах. Ната Евлоева, Рахман Цуров, Новости 24.